13 марта 2009 года судмедэксперт Министерства здравоохранения Кыргызстана вскрыл легкие двух обгоревших тел, извлеченных из металлического каркаса, который еще накануне был роскошным Lexus LX 570 с государственными номерами. То, что он обнаружил, или точнее не обнаружил, перевернуло всю официальную версию трагедии на трассе Бишкек-Ош. В легких не было ни грамма продуктов горения, ни молекулы угарного газа, ни единого следа дыма, который при температуре выше 800 градусов по Цельсию неизбежно проникает в дыхательные пути любого живого человека. Медицинское заключение было безжалостным и однозначным. Медет Садыркулов и его водитель Кубат Атарбаев умерли до того, как огонь охватил салон автомобиля. Кто-то убил их, а затем устроил идеальную инсценировку — дорожную катастрофу с возгоранием, которую так легко списать на несчастный случай. Но эксперт зафиксировал правду, которую невозможно подделать. Чистые, легкие мертвецов кричали об убийстве громче, чем могли бы кричать сами жертвы. Что произошло на той пустынной дороге близ села Сосновка в ночь 13 марта? Кому понадобилось убирать вице-премьер-министра, который за день до смерти жаловался журналистам на давление и говорил коллеге: «Чувствую, что за мной следят». Чтобы понять, почему Медет Садыркулов должен был умереть, нужно вернуться на неделю назад, к 6 марта 2009 года, когда он выступил с публичной критикой правительственной политики. Слова, которые прозвучали как приговор самому себе. Садыркулов, занимавший пост вице-премьера по социальным вопросам с 2007 года, был редким явлением в киргизской политике тех лет. Человеком с репутацией честного функционера, который не боялся называть вещи своими именами. В 46 лет он накопил достаточно опыта, чтобы понимать механизмы власти, и достаточно смелости, чтобы открыто говорить о коррупции, непотизме и разграблении государственных ресурсов. Его главной мишенью стал Максим Бакиев, сын президента Курманбека Бакиева, неформальный лидер страны, контролировавший все крупные бизнес-потоки через теневые структуры. Садыркулов критиковал влияние младшего Бакиева на госаппарат не намеками, а прямым текстом. И это было смертельно опасно в стране, где семья президента воспринимала власть как личную вотчину. 10 марта Садыркулов провел встречу с журналистами, на которой говорил о давлении, не уточняя, откуда оно исходит, но все присутствующие понимали контекст. 12 марта он появился в правительственных зданиях в последний раз. Работал обычный рабочий день, ни один из коллег не заметил ничего необычного в его поведении. А вечером 13 марта он покинул Бишкек. Сел в свой Lexus с водителем Атарбаевым, отцом двоих детей, работавшим у Садыркулова 3 года, и отправился по трассе на юг, словно направляясь к народу, который он представлял как вице-премьер. Около 11 часов вечера, когда стрелки на часах приближались к полуночи, что-то произошло на участке дороги близ Сосновки, небольшого села в Чуйской области, где асфальтовое полотно пролегает через относительно пустынную местность. Официальная версия МВД Кыргызстана гласила: потеря управления на скользкой дороге, съезд в кювет, удар, детонация бензобака, мгновенное возгорание. Классическое дорожно-транспортное происшествие с трагическим финалом. Но с этой версией было множество проблем, которые начали проявляться уже в первые часы расследования. Погодные условия в ту ночь были идеальными. Ясное небо, хорошая видимость, сухой асфальт без признаков гололёда. Следы торможения на дороге отсутствовали полностью, что странно для ситуации потери управления. Любой водитель инстинктивно бьет по тормозам, когда автомобиль начинает заносить. Характер травм на телах погибших не соответствовал классическому ДТП. Множественные повреждения, несовместимые с жизнью, но нетипичные для лобового столкновения или переворота. Местные жители, обнаружившие горящий автомобиль около половины 12 ночи, вызвали пожарных, но огонь успел полностью уничтожить салон за 40 минут до их прибытия. Температура горения превышала 800 градусов по Цельсию. Достаточно, чтобы расплавить государственные номерные знаки, превратить кожаную обивку в пепел, деформировать металлический каркас. Символ власти, роскошный внедорожник стоимостью в несколько средних годовых зарплат киргизского бюджетника, превратился в обугленный скелет, внутри которого лежали 2 тела.
Первые официальные сводки говорили о единственном погибшем. Затем информация исправилась. 2. Место происшествия было зачищено удивительно быстро. Не все улики сохранились для детального анализа, а свидетелей оказалось немногочисленное количество. И их показания противоречили друг другу. Когда 14 марта официальные лица объявили причиной смерти дорожную аварию, родственники Садыркулова требовали независимого расследования. Они получили экспертизы, которые проводились с задержками. Часть материалов дела была засекречена, а окончательные результаты появились только в апреле. Именно тогда медицинская экспертиза Минздрава обнародовала главный факт. В легких погибших не обнаружено продуктов горения. Это означало одно — их убили до поджога машины. Кто мог стоять за этим убийством? Чтобы ответить на вопрос, нужно понять, кому Медет Садыркулов мешал настолько сильно, что его решили устранить физически, рискуя международным скандалом и внутриполитическим кризисом. В 2009 году Кыргызстан находился на пороге революции. Рейтинг президента Курманбека Бакиева стремительно падал. Оппозиция усиливала критику режима, экономика страны переживала кризис, а коррупция достигла невиданных масштабов. Садыркулов воспринимался многими как потенциальный лидер оппозиционных сил, фигура, способная консолидировать недовольных и бросить вызов правящему клану. Его честность была его силой, но одновременно его слабостью. В системе, где коррупция пронизывала все уровни власти, честный политик становился чужеродным элементом, который нужно было удалить. Токсикологическая экспертиза не обнаружила в крови погибших ни алкоголя, ни наркотических веществ. Садыркулов был трезв и в ясном сознании в момент, когда его жизнь оборвалась. Это исключало версию о пьяном вождении или употреблении запрещенных препаратов, которые могли бы объяснить потерю контроля над автомобилем. Водитель Кубат Атарбаев имел многолетний опыт вождения, безупречную репутацию осторожного шофера, никогда не попадал в серьезные аварии. Оба мужчины были профессионалами своего дела. Один управлял социальной политикой страны, другой виртуозно управлял автомобилем. И оба погибли на пустынной дороге при идеальных погодных условиях, оставив после себя сгоревший металлический каркас и множество вопросов без ответов. Автотехническая экспертиза настаивала на версии потери управления, но криминалистическая экспертиза фиксировала признаки поджога, которые не соответствовали естественному возгоранию от удара. Противоречия между заключениями разных ведомств были столь явными, что создавалось впечатление, каждая структура получила свой заказ на определенный вывод. МВД говорило о классическом ДТП. Минздрав фиксировал смерть до возгорания. Пожарная служба описывала странную картину распространения огня, нетипичную для автомобильных аварий. Пожарная экспертиза зафиксировала детали, которые не укладывались в официальную версию. Огонь распространялся неравномерно. Очаг возгорания локализовался не в моторном отсеке, как обычно происходит при детонации бензобака после удара, а в салоне автомобиля. Более того, температура горения оказалась необычно высокой для стандартного автомобильного пожара, где горят бензин, масло, пластик и обивка. Следователи нашли следы неустановленного ускорителя горения, вещества, которое могло быть использовано для быстрого и полного уничтожения улик. Но эта информация не попала в официальные сводки. Ее передавали шепотом между сотрудниками экспертных служб, которые понимали, правду они не смогут озвучить публично. Слишком высокие ставки, слишком влиятельные люди могли быть замешаны. Слишком опасно было указывать пальцем на тех, кто контролировал и МВД, и прокуратуру, и суды. Семья Садыркулова, жена и 3 детей, в одночасье лишилась кормильца и защитника. Вдова настаивала на том, что муж предчувствовал опасность. Говорил ей за несколько дней до смерти о странных машинах, которые следовали за ним по городу, о звонках с неизвестных номеров, о давлении, которое усиливалось с каждым днем. Она хотела, чтобы он прекратил критиковать власть, перестал выступать с резкими заявлениями, но Садыркулов отказывался молчать. «Если я замолчу, тогда зачем мне этот пост?» — говорил он жене, не понимая, что молчание могло бы спасти ему жизнь. Дети остались без отца. Водитель Атарбаев оставил 2 малолетних сирот. А общество получило урок.
В Кыргызстане образца 2009 года честность наказывалась смертью. Этот урок усвоили многие политики, которые после марта стали осторожнее в своих высказываниях, реже критиковали семью Бакиевых, избегали острых углов в публичных выступлениях. Но молчание не спасло режим. Ровно через год, в апреле 2010 года, Кыргызстан взорвался народной революцией. Курманбек Бакиев был свергнут и бежал из страны. Его сын Максим последовал за ним. Правящий клан рассыпался за несколько дней кровавых столкновений. Революционеры штурмовали правительственные здания, где когда-то работал Медет Садыркулов, где он пытался бороться с коррупцией изнутри системы. Многие участники тех событий называли Садыркулова символом сопротивления, мучеником, который заплатил жизнью за попытку противостоять беззаконию. Его портреты несли на митингах, его имя скандировали протестующие, его смерть стала одной из причин народного гнева, который смел режим Бакиевых. Но революция не принесла ответов на главные вопросы. Кто конкретно отдал приказ убить Садыркулова? Кто были исполнители? Как именно была проведена операция по его ликвидации? Следственные материалы, собранные после революции, так и не привели к аресту виновных. Дело формально было возобновлено, созданы новые следственные группы, проведены дополнительные экспертизы, но результат остался прежним. Виновные не найдены, преступление не раскрыто. Слишком много времени прошло, слишком много улик было уничтожено в первые дни после трагедии. Слишком много свидетелей предпочли молчать, опасаясь мести. Некоторые эксперты высказывали версию о международном следе. Возможно, убийство было заказано не внутри страны, а извне, силами, заинтересованными в дестабилизации Кыргызстана. Но эта версия так и осталась теорией, не подкрепленной доказательствами. Более вероятной выглядела версия внутриполитического заказа. Садыркулов угрожал интересам правящего клана, критиковал коррупционные схемы, по которым обогащалась семья президента, и был устранен как неугодный элемент. Медицинская экспертиза осталась единственным неопровержимым доказательством того, что официальная версия ДТП является ложью. Легкие не лгут. Если в них нет продуктов горения, значит, человек не дышал во время пожара. Значит, он был уже мертв, когда огонь охватил автомобиль. Этот факт невозможно подделать, невозможно интерпретировать иначе, невозможно списать на ошибку эксперта. Чистые легкие двух обгоревших тел кричали об убийстве, и этот крик эхом отзывался в коридорах власти, где кто-то знал правду, но предпочитал молчать. Кто-то видел, как готовилась операция, кто-то слышал приказ, кто-то исполнял его, кто-то заметал следы. И все эти люди продолжали жить обычной жизнью, занимать должности, получать зарплаты, спать по ночам, словно на их руках не было крови Медета Садыркулова и Кубата Атарбаева. Могли ли Садыркулов и его водитель избежать смерти, если бы действовали иначе? Если бы он молчал о коррупции, не критиковал Максима Бакиева, не выступал с резкими заявлениями перед журналистами? Если бы в ту роковую ночь 13 марта он остался в Бишкеке, не поехал по трассе на юг, не оказался на пустынном участке дороги близ Сосновки? Ответ кажется очевидным. Да, молчание спасло бы ему жизнь. Но тогда он перестал бы быть тем Медетом Садыркуловым, каким его запомнили. Честным политиком, который не боялся называть вещи своими именами. Трагический парадокс его судьбы заключался в том, что качества, делавшие его достойным человеком, стали причиной его смерти. В системе, где коррупция является нормой, честность воспринимается как вызов, который нельзя оставить без ответа. Сегодня, спустя годы после тех событий, на месте трагедии близ села Сосновка нет никакого памятника, никакой мемориальной доски, никакого знака, который напоминал бы о том, что здесь оборвались две жизни. Трасса Бишкек-Ош, по которой ежедневно проезжают тысячи автомобилей, хранит эту тайну в своем асфальтовом молчании. Но память о Медете Садыркулове жива в сердцах тех, кто знал его, кто работал с ним, кто верил в возможность честной политики в Кыргызстане. Его дело стало символом борьбы против коррупции и беззакония. Его смерть — напоминанием о цене, которую приходится платить за принципиальность.
А чистые легкие, зафиксированные судмедэкспертом в протоколе вскрытия, навсегда остались главным доказательством того, что Медет Садыркулов не погиб в дорожной аварии. Его убили, а затем попытались скрыть преступление за фасадом несчастного случая. Удалось ли убийцам уйти от правосудия? Или однажды правда все же выйдет наружу, и виновные ответят за содеянное? До последней секунды я верил, что он просто устал от политики и хочет уйти, говорит Асан Молдакматов, бывший заместитель Садыркулова по аппарату вице-премьера, руки которого все еще непроизвольно сжимаются, когда он произносит имя своего погибшего начальника спустя годы после трагедии. Молдакматов работал с Садыркуловым с 2007 года. Видел его каждый день, знал все рабочие привычки, замечал малейшие изменения в настроении. То, что он рассказывает сегодня впервые перед камерами, разрушает последние иллюзии о случайности произошедшего. За 3 недели до 13 марта Медет изменился. Не внешне. Внешне он оставался тем же спокойным профессионалом, каким всегда был. Но что-то ушло из его глаз. Знаете, как выглядит человек, который понимает, что попал в ловушку, но продолжает делать вид, будто все под контролем? Молдакматов замолкает, смотрит в окно, собирается с мыслями. Он начал убирать документы из кабинета. Не все, не сразу. Но каждый вечер уносил домой папку-другую. Я спросил, зачем? Он улыбнулся и сказал: нижнее подчеркивание, квоут, нижнее подчеркивание, 0, нижнее подчеркивание. Но мы оба знали, что вице-премьеры не носят секретные документы домой без причины. Он готовился к чему-то. Или от чего-то готовился защититься. Другой свидетель, охранник правительственного здания, который дежурил на посту в те дни, подтверждает странную активность. Садыркулов стал уходить с работы позже обычного, задерживался до 9-10 вечера, когда коридоры пустели, и можно было спокойно вынести документы, не привлекая внимания коллег. «Помню его последний рабочий день, 12 марта», — продолжает Молдакматов, и голос его становится тише, как если бы он боялся, что его подслушают даже сейчас, спустя столько лет. Утром у нас была планёрка. Медет выглядел сосредоточенным, говорил о социальных программах, о бюджете, о рутинных вещах. Но после обеда я зашел к нему в кабинет с документами на подпись, а он сидел у окна и смотрел на улицу. Не на документы, не в монитор компьютера. Просто смотрел в окно, как человек, который прощается с чем-то. Я спросил, все ли в порядке. Он повернулся ко мне и сказал фразу, которую я запомнил дословно. «Квот 1». Я тогда решил, что он переутомился, посоветовал взять отпуск, отдохнуть. Он засмеялся, не весело, а как-то горько, и ответил «Квот 2». Молдакматов замолкает на долгую паузу, и в этом молчании слышится боль человека, который не смог спасти друга, потому что не понял вовремя, насколько серьезна угроза. Вечером, когда он уходил, я проводил его до лифта. Мы попрощались, как обычно, он сказал «Квот 3», но я больше никогда его не видел живым. На следующий день утром позвонили из МВД и сообщили о трагедии на трассе. Третий свидетель — личный водитель правительственного пула, коллега погибшего Кубата Атарбаева, рассказывает о деталях, которые не попали ни в один официальный отчет. Кубат позвонил мне вечером 13-го, примерно в 8 часов. Сказал, что везет вице-премьера на юг. Я удивился. Обычно такие поездки планируются заранее, готовится кортеж, охрана, сопровождение. А тут все было спонтанно. Кубат говорил тихо, я слышал, что он напряжен. Спросил, все ли нормально, он ответил «Квоут 4». Больше он не звонил. Этот водитель настаивает на том, что маршрут поездки был необычным. Не по главной трассе, где плотное движение и регулярные посты дорожной полиции, а по объездной дороге через Сосновку, менее загруженной, но и менее безопасной в ночное время. Опытный водитель никогда не повезет высокопоставленное лицо по объездной дороге ночью без веской причины. Либо Кубат получил конкретное указание ехать именно этим маршрутом, либо они пытались кого-то избежать на главной трассе. Третьего не дано. Четвертый свидетель,
Журналист республиканской газеты, который брал у Садыркулова интервью 10 марта, за 3 дня до гибели, описывает атмосферу той встречи как гнетущую. Медет никогда не был параноиком, всегда держался уверенно, говорил прямо, не оглядываясь по сторонам. Но в тот день он попросил, чтобы мы встретились не в его кабинете, а в кафе на окраине города. Пришел без охраны, без помощников, один. Сел так, чтобы видеть вход и окна одновременно. Разговаривал вполголоса, несколько раз прервался на полуслове, когда к нашему столику подходили официанты. Я записывал интервью на диктофон. Он попросил меня выключить запись в определенные моменты, когда говорил о давлении, которое на него оказывали. Он не называл имен, но контекст был предельно ясен. Семья Бакиевых требовала от него либо молчания, либо ухода. Сказал он мне без записи. Журналист показывает свои записи той встречи. Исписанный блокнот, где между строк официальных вопросов и ответов видны пометки. Напряжен, оглядывается, говорит о давлении. После публикации интервью мне звонили из администрации президента, требовали объяснений, угрожали закрытием газеты. Я тогда испугался за свою работу. Теперь понимаю. Медет рисковал не работой. Он рисковал жизнью. 5-я свидетельница. Секретарь аппарата вице-премьера, женщина предпенсионного возраста, работавшая в правительстве 20 лет. Вспоминает последние недели с дрожью в голосе. Телефонные звонки изменились. Раньше звонили с конкретными вопросами, по делу. А в феврале-марте начались странные звонки. Поднимаешь трубку — молчание на другом конце. Потом сбрасывают. Или звонят, представляются из какого-то министерства, задают общие вопросы. Где вице-премьер, когда будет, с кем встречается. Медет заметил это. Попросил меня записывать все такие звонки. Я завела отдельный журнал. Там накопилось 1,5 десятка номеров. После его смерти этот журнал исчез из моего стола. Не я его убирала. Пришла утром на работу после трагедии, стол был обыскан, журнала нет. Кто-то зашел в кабинет и забрал улики. Она плачет, вытирает слезы платком, продолжает сквозь всхлипы. Я должна была предупредить его серьезнее, настоять, чтобы он попросил усиленную охрану. Но он только махал рукой. «Квоут 10!» А сам по ночам не спал. Я видела свет в его кабинете, когда уходила поздно. Он что-то писал, какие-то записи вел. Эти записи тоже исчезли после смерти. Все, что могло бы пролить свет на происходящее, исчезло за одну ночь. 6-й свидетель. Охранник жилого комплекса, где Садыркулов снимал квартиру для работы в Бишкеке. Основная семья жила в другом городе. Подтверждает слежку. За неделю до трагедии начали появляться машины. Не случайные проезжающие, а конкретно дежурящие. Черная «Тойота» без номеров или с государственными номерами, тонированные стекла, сидят по 2-3 часа напротив подъезда, потом уезжают, через день возвращаются. Я доложил начальству охраны комплекса. Начальство сказало не высовываться. Так мне ответили. Медет Эфендиевич несколько раз выходил из подъезда, смотрел на эти машины, но ничего не говорил. Один раз я видел, как он подошел к одной из машин, постучал в стекло. Стекло опустилось, он что-то сказал человеку внутри, человек ответил, стекло поднялось. После этого Медет вернулся в подъезд, и я заметил, что лицо у него было бледное, как будто он услышал что-то страшное. Что именно услышал Садыркулов в тот день? Угрозу? Предупреждение? Предложение замолчать? Охранник не знает. Но детали эти складываются в картину планомерного преследования человека, который стал неудобен системе. Все эти свидетельства, собранные по крупицам спустя годы после трагедии, рисуют портрет человека, который знал о надвигающейся опасности, но не мог или не хотел бежать. Медет Садыркулов оказался между двух огней. Семья Бакиевых требовала лояльности и молчания, а его собственная совесть требовала продолжать борьбу с коррупцией. Выбор, который он сделал, стоил ему жизни. Но был ли это действительно выбор, если альтернативы не существовало? Если молчание означало предательство собственных принципов, а правда означала смертный приговор? Мог ли он поступить иначе, чем поступил? И самое важное, знал ли Медет Садыркулов, что 13 марта 2009 года станет последним днем его жизни,
когда садился в тот злополучный «Лексус» вместе с водителем Кубатом Атарбаевым, направляясь в ночь по трассе на юг. Чтобы понять трагедию Медета Садыркулова во всей ее полноте, нужно заглянуть за фасад публичной жизни вице-премьера, в ту часть его существования, которую он тщательно скрывал от камер и журналистов, в его семью. Жена Садыркулова, Айгуль, согласилась дать интервью впервые за все годы после смерти мужа. И то, что она рассказывает, переворачивает представление о последних месяцах жизни политика. Оказывается, публичный Медет Садыркулов, уверенный, спокойный, принципиальный борец с коррупцией, и приватный Медет, муж и отец 3 детей, были двумя совершенно разными людьми. Дома он плакал, говорит Айгуль тихим голосом, все еще не веря, что произносит эти слова вслух. Не каждый день, не напоказ, но я видела. Ночью, когда думал, что все спят, он сидел на кухне и плакал беззвучно, закрыв лицо ладонями. Я подходила, обнимала, спрашивала, что случилось. Он не отвечал, только качал головой. Один раз, это было в феврале, за месяц до того дня, он сказал мне: 1-2. Я не поняла тогда, о чем он. Теперь понимаю. Он знал, что обрекает нас на жизнь без него, но не мог поступить иначе. 3 детей Садыркулова, 2 сыновей и дочь, на момент смерти отца были школьниками. Старшему исполнилось 14 лет, младшей было 8. Айгуль вспоминает, как менялось отношение Медета к детям в последние месяцы. Он стал проводить с ними больше времени, словно пытался компенсировать будущее отсутствие настоящим присутствием. В январе-феврале он начал приезжать домой чаще, хотя работа в Бишкеке требовала постоянного присутствия. Раньше видел детей раз в 2 недели, а тут стал приезжать каждые выходные. Играл с ними, водил в кино, разговаривал обо всем. Старший сын спросил его однажды. Медет засмеялся, обнял сына и ответил. Но эти слова были ложью, продиктованной любовью. На самом деле Медет Садыркулов считал свою работу настолько важной, что готов был пожертвовать ради нее семейным счастьем и собственной жизнью. Он врал детям, говоря, что они важнее работы, потому что не хотел, чтобы они чувствовали себя брошенными, когда его не станет. Двойная жизнь, двойной стандарт, двойная боль. Любящий отец, который обрекает своих детей на сиротство во имя высоких принципов. «В последний раз я видела его 9 марта», — продолжает Айгуль, и голос ее срывается. Он приехал на день, провел время с детьми, поужинали всей семьей. Перед отъездом обнял каждого ребенка долго, очень долго, как будто прощался. Младшая дочка спросила, он улыбнулся, поцеловал ее в макушку и сказал. Потом подошел ко мне, обнял, прошептал на ухо. Я не поняла, что он имеет в виду. Подумала, что говорит о текущих бытовых проблемах, о деньгах, о ремонте дома. Теперь понимаю, он прощался. Он знал, что больше не вернется. Он готовил меня к тому, что я останусь одна с 3 детьми. Айгуль показывает последнее письмо, которое Медет оставил ей. Не официальное завещание, а личную записку, написанную от руки на листе бумаги, сложенном в 4 и спрятанном в ящик ее письменного стола. Она обнаружила эту записку только через неделю после похорон, когда разбирала вещи мужа. Текст короткий, но каждое слово в нем пропитано болью человека, который делает невозможный выбор. Айгуль, если ты читаешь это, значит, случилось то, чего я боялся. Прости меня за эгоизм. Я выбрал принципы вместо семьи. Но если бы я выбрал иначе, я перестал бы быть тем человеком, которого ты полюбила когда-то. Береги детей. Расскажи им, что их отец не был святым, не был героем, но пытался оставаться человеком в бесчеловечной системе. Этого достаточно для памяти. Люблю вас всех. М. Айгуль плачет, сжимая в руках этот листок бумаги, ставший последним посланием от мужа. Он написал это до 9 марта, возможно, за несколько недель. Он планировал свою смерть. Нет, не самоубийство. Но он знал, что его убьют, и готовился к этому. Как можно жить, зная, что тебя скоро не станет? Как можно обнимать детей, целовать жену, смеяться, играть, зная, что это последние дни? Какая сила нужна, чтобы не сломаться под этим знанием?
Дети Садыркулова узнали о смерти отца из новостей по телевизору. Айгуль не успела выключить телевизор утром 14 марта, когда диктор сообщил о трагедии на трассе Бишкек-Ош. Старший сын закричал. Младшие дети не сразу поняли, что произошло. «Самое страшное было объяснить им, что папа больше не вернется, рассказывает Айгуль. Младшая дочка спрашивала. Я не знала, что ответить. Говорила, что папа уехал далеко-далеко, что он теперь на небе. Она кивала, но каждый вечер ждала его у окна, смотрела на дорогу, ждала машину. Так продолжалось несколько месяцев, пока она не поняла окончательно, что папа не вернется никогда. Психологическая травма, нанесенная детям убийством отца, оказалась глубже физической раны. Старший сын замкнулся в себе, перестал учиться, начал конфликтовать в школе. Средний ребенок начал заикаться от стресса. Младшая дочь стала плохо спать, кричала по ночам, просыпалась в слезах. Семья разваливалась на части, теряя не только кормильца, но и эмоциональный стержень, которым был Медет. Финансовое положение семьи после смерти вице-премьера ухудшилось катастрофически. «Медет не накопил больших денег», — объясняет Айгуль. «Он был честным политиком, а честные политики в Кыргызстане не богатеют. У нас была квартира, купленная в кредит, который мы выплачивали. Зарплата вице-премьера была приличной, но не огромной, и большая часть уходила на обучение детей, на бытовые расходы. Когда Медет умер, выплаты прекратились. Государство назначило нам пособие, но этих денег едва хватало на еду. Я вынуждена была искать работу, хотя до этого 20 лет была домохозяйкой. Нашла место уборщицы в торговом центре. Представьте, жена вице-премьера моет полы за минимальную зарплату, чтобы прокормить 3 детей. Это ли не символ того, как наше государство относится к семьям честных людей? Горечь в ее словах не скрыть, и эта горечь оправдана. Пока коррумпированные чиновники обогащаются, семьи тех, кто борется с коррупцией, живут в нищете. Цена принципиальности измеряется не только в жизнях, но и в разрушенных судьбах близких. Айгуль рассказывает о давлении, которому подверглась семья после смерти Медета. Мне звонили люди, представлялись из правительства, предлагали в обмен на молчание. Говорили, что государство готово выплатить компенсацию, помочь с квартирой, устроить детей в хорошие школы, но только если я не буду поднимать шум, требовать расследования, общаться с журналистами. Я отказалась. Медет отдал жизнь за правду, и я не собиралась предавать его память ради денег. Тогда звонки изменились, стали угрожать. Я испугалась, перестала давать интервью, ушла в тень. Но страх жил во мне все эти годы. Страх, что они придут и заберут детей, чтобы окончательно заставить меня замолчать. Этот страх не был беспочвенным. В Кыргызстане образца 2009 года власть не брезговала ничем для подавления инакомыслия. Семья убитого политика была удобной мишенью для запугивания других потенциальных оппозиционеров. Смотрите, вот что случится с вашими близкими, если вы не замолчите. Старший сын Садыркулова, когда мы брали у него интервью, не мог говорить об отце без слез. «Я помню его руки», — говорит он, глядя в пол. Большие, теплые руки, которые гладили меня по голове, когда я был маленьким. Я помню его голос, когда он читал мне книги на ночь. Я помню, как он смеялся, когда мы играли в футбол во дворе. Но я не помню его лица. Прошло столько лет, что черты стерлись из памяти. Остались только фотографии, но фотографии не передают живого человека. Иногда мне кажется, что я выдумал отца, что его не существовало, что это все был сон. А потом смотрю в зеркало и вижу его глаза. У меня его глаза. И понимаю, что он был реален, он жил, он любил нас. И его убили за то, что он был честным. Младшие дети Садыркулова выросли практически без воспоминаний об отце. Дочери было 8 лет, и образ папы сохранился в ее памяти фрагментами, отдельными вспышками. Запах его одеколона, звук его смеха, ощущение его объятий. Этого недостаточно, чтобы построить полноценную память о родителе, но достаточно, чтобы чувствовать пустоту, которую он оставил. Айгуль завершает свой рассказ фразой, которая звучит как обвинительный приговор. Медет выбрал правду, и правда убила его. Но ложь убила нас, меня и детей,
медленно, растянуто во времени, забрав у нас не жизнь, а счастье. Мы живем, но не живем. Мы существуем в мире, где честность наказывается, а подлость вознаграждается. Медет хотел изменить этот мир, но мир оказался сильнее. Теперь я учу детей не быть похожими на отца, не быть честными, не быть принципиальными, не бороться с системой. Потому что борьба с системой приводит только к одному исходу. Ты проигрываешь, а твои близкие расплачиваются за твой проигрыш всю оставшуюся жизнь. Это ли не самая страшная эпитафия для честного человека? Что его собственная жена призывает детей не повторять его ошибок, не быть похожими на него. Какова истинная цена принципиальности, если она измеряется не только твоей жизнью, но и будущим твоих детей, их психологическим здоровьем, их верой в справедливость? Стоила ли борьба Медета Садыркулова с коррупцией того, чтобы обречь 3 детей на жизнь в страхе и нищете? Или существовал другой путь, путь молчания и компромисса, который сохранил бы семью целой? В течение первых недель после смерти Медета Садыркулова его бывшие коллеги по правительству вели себя странно. Публично выражали соболезнования, называли трагедию огромной потерей для страны, но приватно избегали любых упоминаний о реальных обстоятельствах гибели. Министры, которые еще неделю назад здоровались с Садыркуловым в коридорах власти, вдруг отказывались комментировать его смерть перед журналистами, ссылались на закрытое расследование, уклонялись от прямых вопросов. Эта атмосфера молчания и недомолвок породила слухи о том, что кто-то из ближайшего окружения Садыркулова знал о готовящемся убийстве, но не предупредил его. Или, что еще хуже, активно участвовал в заговоре. Предательство в высших эшелонах власти всегда труднее доказать, чем уличное преступление. Нет записей разговоров, нет свидетелей, готовых говорить, нет материальных улик. Остаются только косвенные признаки, странные совпадения, подозрительное поведение людей, которые слишком много знают, чтобы молчать честно. Один из таких людей — Эрлан Касымбеков, бывший советник президента Бакиева по внутренней политике. Человек, который формально не имел прямого контакта с Садыркуловым, но фактически контролировал все информационные потоки внутри администрации. Касымбеков занимал должность, которая в официальных иерархиях выглядела второстепенной, но в реальности давала ему доступ ко всем секретам правящей элиты. Он знал, кто с кем встречается, кто о чем говорит, кто планирует какие действия. После революции 2010 года Касымбеков бежал из страны вместе с Бакиевыми, осел в одной из стран СНГ, где живет под чужим именем, избегая экстрадиции. Несколько бывших сотрудников администрации, которые согласились говорить анонимно, утверждают, что именно Касымбеков координировал слежку за Садыркуловым в последние недели его жизни. Эрлан никогда не действовал в открытую, рассказывает один из источников, бывший аналитик президентской администрации. Он всегда работал через подставных лиц, через неофициальные каналы. Если нужно было проследить за кем-то, он не обращался в службу безопасности официально. Он звонил знакомому из МВД, просил квоут 2-3 за человеком, не оформляя бумаг. Если нужно было получить компромат, он не запрашивал документы через секретариат. Он лично встречался с нужными людьми в ресторанах, договаривался на словах, без следов. Этот источник утверждает, что видел Касымбекова в здании администрации поздно вечером 12 марта, когда тот выходил из кабинета одного из высокопоставленных силовиков. Было около 10 вечера, коридоры пустые, я задержался по работе. Увидел Эрлана, он шел быстро, нервно, не заметил меня. Лицо было напряженное, телефон в руке, что-то набирал на ходу. Я запомнил этот момент, потому что подумал. На следующий день узнал о смерти Садыркулова, и детали сложились в голове. Другой свидетель, работавший водителем в пуле администрации президента, рассказывает о странной поездке Касымбекова в ночь убийства. 13 марта, примерно в полночь, мне позвонили, попросили срочно подать машину. Я приехал, забрал Эрлана Касымбекова у служебного входа. Он был один, без охраны, что само по себе необычно для такого уровня. Сказал ехать в сторону Сосновки, по объездной трассе. Я удивился, зачем ночью ехать туда, где ничего нет, кроме пустырей и складов. Но приказ есть приказ. Ехали молчком. Эрлан всю дорогу смотрел в телефон, что-то ждал.
Примерно через час он велел остановиться на обочине, вышел из машины, отошел в сторону, говорил с кем-то по телефону минут 10. Потом вернулся, сказал «Квот 25». Мы развернулись, поехали в Бишкек. Всю обратную дорогу он был напряжен, нервничал, курил в машине, хотя обычно не курил. Утром узнал, что на этой же трассе, примерно в том же районе, где мы останавливались, Обнаружили сгоревший «Лексус» с телами Садыркулова и водителя. Водитель делает паузу, смотрит в камеру тяжелым взглядом. Я не знаю, что делал Касымбеков той ночью на той трассе. Не знаю, с кем он говорил по телефону, что обсуждал. Но совпадение слишком странное, чтобы быть случайным. Третий источник, бывший сотрудник службы безопасности президента, утверждает, что Касымбеков имел доступ к оперативной информации о передвижениях высокопоставленных лиц, включая вице-премьеров. Формально такой доступ был только у начальника службы безопасности и самого президента. Но Эрлан был настолько близок к Бакиеву, что мог запрашивать любую информацию без официальных бумаг. Однажды я видел, как он смотрел данные о маршрутах Садыркулова. Это было за несколько дней до трагедии. Он сидел в кабинете начальника службы, они вдвоем изучали карту на мониторе, обсуждали что-то вполголоса. Я зашел с документами, они резко закрыли экран. Касымбеков посмотрел на меня недовольно, начальник сказал «нижнее подчеркивание, квоут, нижнее подчеркивание, 26, нижнее подчеркивание». Я вышел, но запомнил, что на экране была карта Чуйской области с отмеченными точками. Похоже на маршрут движения кортежа. Что именно планировали Касымбеков и начальник службы безопасности на той встрече? Контроль? Защиту? Или нечто совсем иное? Все эти фрагменты не складываются в юридически доказуемое обвинение, но создают устойчивое впечатление, что Эрлан Касымбеков знал о готовящемся убийстве заранее и, возможно, участвовал в его организации. После революции 2010 года, когда режим Бакиева пал и началась зачистка старой власти, Касымбеков исчез из страны за несколько часов до того, как прокуратура выписала ордер на его арест. Представьте группу из 7 человек, которые знали абсолютно все о Медете Садыркулове. Каждую его медицинскую тайну, каждый разговор с женой, каждый маршрут передвижения, каждую встречу с оппозиционерами, каждый документ, лежащий в сейфе его кабинета. Эти 7 человек составляли негласный круг наблюдения, неофициальную охрану, не зарегистрированную службу безопасности, а теневую структуру, созданную лично Максимом Бакиевым для контроля неблагонадежных членов правительства. Один из этих 7 — бывший офицер спецслужб, работавший под прикрытием личным помощником Садыркулова, согласился дать показания спустя годы после революции, когда режим Бакиевых пал и угроза репрессий исчезла. То, что он рассказывает, раскрывает механику заговора изнутри, показывает, как 7 человек методично готовили устранение вице-премьера, которого считали угрозой для правящей семьи. Этот человек просит не называть его имени, боится мести остальных членов группы, которые разбежались по разным странам, но все еще сохраняют связи. Назовем его просто источником. «Нас завербовали в декабре 2008 года», — начинает источник. Голос спокойный, но руки нервно сжимают пластиковый стаканчик с водой. Каждого по отдельности, через разные каналы, но все мы получили одинаковое задание — установить круглосуточное наблюдение за Медетом Садыркуловым и фиксировать все, что может быть использовано против него. Компромат, связи с оппозицией, финансовые нарушения, личные слабости. Нам объяснили, что вице-премьер представляет угрозу национальной безопасности, работает на иностранные спецслужбы, планирует государственный переворот. Классический набор обвинений для неугодного политика. Я тогда поверил. Или сделал вид, что поверил. Потому что отказ означал конец карьеры и возможные проблемы с законом. Нас распределили по ролям. Один внедрился в его аппарат помощником, другой работал водителем в правительственном пуле, третий следил за телефонными переговорами, четвертый контролировал банковские счета, пятый наблюдал за семьей, шестой координировал всю операцию, седьмой был связным с Максимом Бакиевым.
Источник делает паузу, отпивает воды, продолжает монотонным голосом человека, рассказывающего страшный сон. Через месяц стало ясно, что компромата нет. Садыркулов был чист, не брал взяток, не воровал из бюджета, не встречался с иностранными агентами, не планировал переворотов. Он просто делал свою работу и критиковал коррупцию. Мы докладывали координатору. Ничего нет, человек чист. Координатор передавал информацию Максиму Бакиеву. В феврале пришел новый приказ. Если компромата нет, создать его искусственно или устранить физически. Физически. Это слово источник произносит так, будто оно не связано со смертью реального человека, а обозначает абстрактную операцию, техническую задачу. Но за этим словом стоит решение — убить вице-премьер-министра суверенного государства, отца 3 детей, мужа, человека, который не совершил ничего, кроме того, что говорил правду. В конце февраля нас собрали на секретную встречу. Не всех 7 одновременно, это было бы слишком опасно, а по 2-3 в разных местах. Координатор объяснил план. Инсценировка дорожной аварии с последующим поджогом. Чисто, быстро, без следов. ДТП в Кыргызстане случается каждый день. Никто не будет копать глубоко, если правильно оформить документы. Нам выдали инструкции. Водитель из нашей группы должен убедить постоянного водителя Садыркулова, Кубата Атарбаева, поехать определенным маршрутом якобы для безопасности. Помощник должен уговорить Садыркулова выехать из Бишкека вечером 13 марта под предлогом срочной встречи на юге. Наблюдатель за семьей должен убедиться, что жена и дети находятся далеко и не смогут помешать. Остальные должны обеспечить отсутствие свидетелей на маршруте и быстрое прибытие людей на место происшествия для контроля ситуации. Источник замолкает, смотрит в пол, качает головой. Я был помощником. Моя задача — заманить его в ловушку. Я выполню ее. 12 марта я сказал Садыркулову, что на юге его ждут представители оппозиционных групп, готовые поддержать его в случае конфликта с президентом. Солгал, что встреча назначена на поздний вечер 13 числа, чтобы избежать утечки информации. Он поверил. Спросил, почему нельзя встретиться в Бишкеке. Я ответил, что люди боятся слежки в столице. Он кивнул, согласился поехать. Я убил его этим согласием. Группа из 7 предателей действовала синхронно, как хорошо отлаженный механизм. Каждый выполнял свою часть операции, не зная деталей других частей. Классическая конспиративная схема, где никто не владеет полной картиной, кроме координатора. Водитель из нашей группы убедил Атарбаева ехать через Сосновку, сказав, что на главной трассе усилены посты ГАИ, и вице-премьера могут задержать для проверки документов под надуманным предлогом. Атарбаев поверил. Он знал, что Садыркулов в немилости у власти. Знал о давлении. Выбрал объездной маршрут, думая, что защищает своего начальника. На самом деле вез его на смерть. Источник рассказывает эти детали без эмоций, механически, словно читает инструкцию по сборке мебели. Наблюдатель за телефонными переговорами отключил мобильную связь на участке трассы близ Сосновки. Технически это несложно, если есть доступ к оборудованию операторов. Садыркулов и Атарбаев оказались в зоне, где телефоны не работали, не могли позвонить, попросить помощь. Наблюдатель за семьей убедился, что жена и дети находятся дома, далеко от Бишкека, и не узнают о происходящем до утра. Все было продумано до мелочей. Но кто именно нанес смертельные удары? Кто поджег автомобиль? Кто стоял рядом, когда медет Садыркулов делал последний вздох? Источник не знает этих деталей. Или не хочет знать, вытеснил из памяти, чтобы сохранить остатки психического здоровья. Координатор сказал нам, что нижнее подчеркивание, quote, нижнее подчеркивание 28, нижнее подчеркивание выполнят специалисты не из нашей 7. Профессионалы, которые умеют делать такие вещи быстро и без следов. Нам не нужно было знать их имена, не нужно было присутствовать на месте. Наша задача закончилась, когда Садыркулов сел в машину и поехал по маршруту, который мы ему проложили. Но незнание деталей не снимает вины. Каждый из 7 человек несет ответственность за смерть Садыркулова и Атарбаева, потому что без их участия операция не состоялась бы.
Они были винтиками в машине убийства. Но без винтиков машина не работает. После трагедии группу распустили. 14 марта координатор позвонил каждому из нас, сказал одну фразу. Квоут 2.9. Больше мы не собирались, не общались, не обсуждали произошедшее. Как будто ничего не было. Я продолжал работать в правительстве еще несколько месяцев, делал вид, что потрясен смертью Садыркулова, соболезновал коллегам, ходил на поминки. Лицемерие жгло изнутри, но я молчал. Все 7 молчали. После революции 2 из группы погибли при странных обстоятельствах. Один якобы покончил с собой, другого нашли мертвым в гостиничном номере от передозировки наркотиков. Я не верю в совпадения. Кто-то зачищал следы, убирал свидетелей. Остальные 4, включая меня, разбежались по разным странам. Координатор исчез бесследно. То ли сменил имя, то ли тоже мертв. Максим Бакиев живет в Лондоне под защитой британских властей, которые отказываются его экстрадировать. Он спит спокойно, зная, что правосудие его не достанет. А мы, исполнители, живем в страхе. Страхе, что либо нас найдут и убьют как ненужных свидетелей, либо кто-то из оставшихся членов группы решит заговорить, и мы окажемся в тюрьме. Существовала ли альтернатива? Мог ли кто-то из 7 отказаться участвовать в заговоре и тем самым сорвать операцию? Источник качает головой. Отказ равнялся самоубийству. Если ты знаешь о готовящемся убийстве высокопоставленного лица и отказываешься участвовать, ты становишься угрозой для организаторов. Тебя устранят первым, чтобы не болтал. Я думал об отказе. Думал предупредить Садыркулова. Но страх оказался сильнее совести. Я выбрал свою жизнь вместо его жизни. Это не оправдание, это констатация факта. Каждый из 7 сделал такой же выбор. Мы все трусы, предатели, убийцы. Разница лишь в том, что я признаю это, а остальные, возможно, убедили себя, что выполняли приказ и не несут ответственности. Но приказ не снимает вины. Это установил Нюрнбергский трибунал после Второй мировой войны. Это закреплено в международном праве. Я выполнял приказ не является оправданием для убийства. 7 человек, составлявших группу наблюдения за Садыркуловым, виновны в его смерти так же, как тот, кто нанес финальный удар. Юридически доказать их вину сложно. Нет записей разговоров, нет письменных приказов, нет прямых свидетельств. Остаются только слова одного из участников, которые можно оспорить в суде. Но моральная вина неоспорима. Источник завершает свой рассказ фразой, которая звучит как эпитафия всем предателям мира. «Мы убили честного человека, потому что нам приказали. Мы убили его, потому что боялись отказаться. Мы убили его, потому что нам заплатили. Не деньгами, а обещанием безопасности и карьерного роста. После революции эти обещания обнулились, режим пал, наши кураторы бежали, а мы остались с грузом вины, который не сбросит до конца жизни. Каждую ночь я вижу лицо Садыркулова. Как он смотрел на меня 12 марта, когда я убеждал его поехать на юг. Он доверял мне. Я предал это доверие. Теперь живу с этим знанием, и оно разъедает меня изнутри медленнее, но больнее, чем любая тюрьма. Сколько еще таких групп существовало в правительстве Бакиева? Сколько человек получали приказы наблюдать, контролировать, компрометировать, устранять неугодных? Сколько предателей до сих пор работают в государственных структурах Кыргызстана, затаившись, дожидаясь нового режима, который снова востребует их услуги? И главное, мог ли Медет Садыркулов избежать смерти, если бы не доверял никому, даже своим ближайшим помощникам? За 15 лет работы на высших государственных должностях Медет Садыркулов постарел не на 15, а на 30 лет. Фотографии, сделанные в начале его карьеры, молодой специалист с горящим взглядом, крепким телосложением, темными волосами без единой седой нити, разительно отличается от снимков последних месяцев. На фото, датированном февралем 2009 года, за месяц до гибели, мы видим совсем другого человека, сутулившегося мужчину с глубокими морщинами, прорезавшими лоб и углы глаз,
с побледневшей кожей, с потухшим взглядом, в котором читается не просто усталость, а экзистенциальное истощение. Волосы поседели наполовину, хотя ему было всего 46 лет. Под глазами темные круги, свидетельствующие о хронической бессоннице. Руки на фотографиях выглядят худыми, жилистыми, признак резкой потери веса. Один из коллег вспоминает, что Садыркулов похудел на 15 килограммов за 3 месяца перед смертью. Костюмы висели на нем как на вешалке, приходилось ушивать в ателье. Он отказывался от еды, говорил, что нет аппетита. Пил только крепкий черный кофе, курил больше обычного, пачку в день, хотя раньше курил от силы 5 сигарет. Курение, кофе, бессонница, стресс — классические маркеры человека, живущего под давлением, которое превышает физиологические возможности организма. Личный врач Садыркулова, который наблюдал его несколько лет и вел медицинскую карту, соглашается на анонимное интервью. Медет страдал хроническим гастритом, который обострился в начале 2009 года. Боли в желудке, изжога, тошнота — все это следствие стресса. Я выписывал лекарства, рекомендовал диету, настаивал на снижении нагрузки. Он кивал, обещал, но ничего не менялось. В феврале у него начались проблемы со сном. Просыпался среди ночи, не мог заснуть по 3-4 часа, лежал с открытыми глазами, думал о чем-то. Прописал снотворное, он отказался принимать. Сказал, что не хочет зависеть от таблеток. Вместо этого пил кофе, чтобы оставаться бодрым днем, а ночью все равно не спал. Замкнутый круг, ведущий к истощению нервной системы. Врач показывает выписку из медицинской карты, документ, который чудом сохранился после того, как большая часть архивов Садыркулова исчезла. В выписке зафиксированы повышенное артериальное давление, тахикардия, мигрени, расстройство пищеварения, резкая потеря веса, бессонница. Это клиническая картина человека, находящегося на грани нервного срыва. Еще месяц-два такой жизни, и организм мог не выдержать сам, без внешнего вмешательства. Медет буквально сжигал себя изнутри, расходовал последние резервы, не давая телу восстановиться. Но самые страшные изменения происходили не с телом, а с психикой. Коллеги отмечали, что Садыркулов стал раздражительным, вспыльчивым, что было совершенно не характерно для его обычно спокойного темперамента. На планёрках он мог резко оборвать выступающего, повысить голос, хотя раньше всегда был корректен, вспоминает заместитель. Несколько раз я видел, как он сидит в кабинете один и разговаривает сам с собой. Не вслух, а шепотом, как будто спорит с кем-то невидимым. Я спросил, все ли в порядке. Он вздрогнул, будто очнулся, улыбнулся натянуто и ответил: «Квот 30». Но я понял, что это не репетиция. Это внутренний диалог человека, потерявшего покой. Психолог, к которому мы обратились за комментарием, не лечивший Садыркулова, но анализирующий описанные симптомы, ставит диагноз: острое тревожное расстройство с элементами параноидальных мыслей. Человек находится в состоянии постоянной угрозы, не может расслабиться, мозг работает в режиме гипербдительности 24 часа в сутки. Это истощает психику быстрее, чем любая физическая нагрузка. Внутренний диалог, о котором говорит свидетель, — это попытка проиграть все возможные сценарии угрозы и найти выход. Но когда сценариев слишком много, а выхода нет, начинается распад. Распад. Слово точно описывает то, что происходило с Медетом Садыркуловым в последние месяцы жизни. Он распадался на части. Публичная маска уверенного политика отслаивалась от приватной реальности загнанного человека, который не видит пути к спасению. Жена описывала его ночные кошмары. Он кричал во сне, метался, просыпался в холодном поту. Я спрашивала, что снилось. Он не помнил или не хотел говорить. Один раз проснулся с криком, схватил меня за руку так сильно, что остались синяки. Смотрел на меня, не узнавая, как на чужого человека. Потом моргнул, узнал, заплакал, просил прощения. Это было страшно — видеть, как человек теряет контроль над собственным сознанием. Кошмары, бессонница, физическая агрессия во сне — признаки посттравматического стрессового расстройства, которое обычно развивается после пережитой катастрофы. Но Садыркулов переживал катастрофу не в прошлом, а в настоящем и будущем одновременно.
Он был травмирован тем, что еще не случилось, но неизбежно должно было случиться. Архивы Службы национальной безопасности Кыргызстана, частично рассекреченные после революции 2010 года, содержат папку с кодовым номером «Дело номер 347». В этой папке 142 страницы отчетов о наблюдении за Медетом Садыркуловым с декабря 2008 по март 2009 года. Отчеты составлялись ежедневно агентами из той самой группы из 7 человек, о которой рассказывал источник. Каждая страница — это фиксация передвижений, встреч, телефонных разговоров, состояния здоровья, эмоциональных реакций. Читая эти документы, создается впечатление, что Садыркулов жил под микроскопом, где каждый его вздох регистрировался и анализировался на предмет угрозы режиму. 10 февраля. Объект встретился с журналистом республиканской газеты в кафе «Квоут-31». Разговор длился 45 минут. Объект выглядел напряженным, несколько раз оглядывался. Высказывал критику в адрес высшего руководства страны. Рекомендация — усилить контроль. 23 февраля. Объект поздно покинул рабочее место, забрал с собой папку с документами, предположительно, секретные материалы. Рекомендация — установить содержимое. 5 марта. Объект выглядит истощенным, похудел, круги под глазами. Коллеги отмечают изменения поведения. Рекомендация — медицинское наблюдение. Но самая страшная запись датирована 12 марта, за день до убийства. 12 марта. Объект провел день в кабинете, встречался с заместителями, подписывал документы. Вечером долго сидел у окна, смотрел на улицу. Помощник сообщил о согласии объекта на поездку 13 марта. Маршрут через Сосновку подтвержден водителем. Все готово к реализации плана. Операция назначена на 23:00 13 марта. Исполнители на связи. Рекомендация. После завершения операции уничтожить все материалы дела. Эта последняя фраза «уничтожить все материалы дела» ключевая. Кто-то планировал зачистить архивы, стереть следы наблюдения, убрать улики заговора. Но архивы уничтожили не полностью. Из 142 страниц сохранилась ровно половина — 71. Остальные исчезли. Те, что остались, дают лишь фрагментарную картину. Но даже этих фрагментов достаточно, чтобы понять. Убийство Садыркулова не было спонтанным решением. Это была тщательно спланированная операция, готовившаяся минимум 3 месяца. Кто отдал приказ уничтожить часть архивов? Кто решал, какие страницы оставить, какие сжечь? Бывший сотрудник архива СНБ, который согласился говорить анонимно, рассказывает. Утром 14 марта, через несколько часов после того, как новость о гибели Садыркулова появилась в СМИ, в архив пришла группа людей в штатском. Предъявили специальный ордер, подписанный начальником службы. Требовали выдать все дела, связанные с вице-премьерами. Мы выдали, они унесли. Через час вернули только часть папок. 32 вернулось наполовину пустым. Я спросил, где остальное. Мне ответили 33. После революции, когда новое правительство запросило архивы по делу Садыркулова, мы передали то, что осталось. Недостающие страницы так и не нашлись. Что именно содержалось на уничтоженных 71 странице? Имена организаторов убийства? Детали операции? Финансовые документы, показывающие, кто платил исполнителям? Это останется тайной, если только кто-то из участников не сохранил копии, не спрятал их в надежде использовать как страховку или как будущие доказательства. Под зданием правительства Кыргызстана, где Медет Садыркулов работал последние 2 года своей жизни, существуют туннели, о которых не упоминается ни в одном официальном плане эвакуации, ни в архитектурных чертежах, переданных новому руководству после революции 2010 года. Эти подземные коридоры были построены еще в советское время, предположительно для экстренной эвакуации партийной номенклатуры в случае ядерной войны или народного восстания. После распада СССР о туннелях забыли или сделали вид, что забыли, потому что секретные маршруты побегов всегда остаются козырем в рукаве тех, кто не уверен в завтрашнем дне. Бывший охранник правительственного комплекса, дежуривший в ночные смены с 2007 по 2009 год, соглашается рассказать то, что видел собственными глазами,
рискуя нарушить подписанное им обязательство о неразглашении. Его зовут Болот. Ему за 50. Лицо изборождено глубокими морщинами, руки крупные, натруженные. Голос хриплый от многолетнего курения. В феврале 2009 года я начал замечать странное. Поздними вечерами, когда основной персонал расходился по домам, в здание приходили люди, которых я не знал. Ни чиновники, ни уборщики, ни технический персонал. Мужчины в темной одежде, молчаливые, с жесткими лицами, похожие на бывших военных или спецназовцев. Они предъявляли специальные пропуска, подписанные лично начальником службы безопасности, и проходили в подвальные помещения. Я спросил у старшего смены, что там происходит. Он ответил коротко. «Квот 34». Но любопытство взяло верх. Однажды ночью, когда эти люди спустились вниз, я тихо последовал за ними. Не близко, держась в тени, стараясь не издавать звуков. Болот замолкает. Закуривает сигарету дрожащими пальцами, затягивается глубоко, как человек, пытающийся успокоить нервы перед страшным признанием. Они прошли через служебные коридоры подвала, мимо котельной, мимо технических помещений, к дальней стене, где висели старые плакаты по технике безопасности. Один из них отодвинул плакат, и я увидел металлическую дверь, вмонтированную в бетонную стену. Дверь открылась кодовым замком. Они вошли внутрь, дверь закрылась за ними. Я подождал минут 15, подошел к двери, попробовал открыть. Заперто. Никакой ручки, только цифровая панель. Приложил ухо к металлу, услышал далекие голоса, эхо шагов, но слов не разобрать. Через полчаса дверь открылась. Люди вышли, прошли мимо меня, не замечая, словно призраки. Я спрятался за колонной, ждал, пока они уйдут, потом вернулся к двери. Она была заперта снова. Через несколько дней Болот увидел нечто еще более странное. Среди тех, кто спускался в подвал поздними вечерами, был Медет Садыркулов. Я узнал его сразу. Вице-премьера невозможно не узнать, даже если он одет не в официальный костюм, а в обычную куртку и джинсы, как в тот вечер. Он шел один, без охраны, без помощников. Проскользнул в здание через служебный вход, показал мне пропуск. Я кивнул, пропустил, проводил взглядом. Он спустился в подвал. Через несколько минут я услышал звук открывающейся металлической двери. Садыркулов вошел в туннель. Прошло больше 2 часов, прежде чем он вышел обратно. Лицо было бледное, взгляд потерянный, походка шаткая, как у человека, пережившего шок. Он поднялся наверх, прошел мимо меня, не сказав ни слова. Вышел из здания, сел в машину, уехал. Я запомнил эту ночь, потому что понял, что-то идет не так. Вице-премьер не спускается в секретные туннели среди ночи просто так. Что искал Садыркулов в тех туннелях? Планировал побег? Проверял маршруты эвакуации на случай, если ситуация выйдет из-под контроля? Или встречался там с кем-то, кто не мог появиться в официальных коридорах власти? Болот не знает ответа, но у него есть теория. Мне кажется, кто-то сказал ему о существовании этих туннелей и предложил использовать их как путь к спасению. Может быть, один из его союзников в правительстве, кто-то из тех, кто видел надвигающуюся угрозу. Садыркулов пошел проверить, реален ли этот путь, ведет ли он действительно за пределы города. Но когда он прошел по туннелю, то понял — это ловушка. Туннель никуда не выводит. Или выводит туда, где его ждали бы те же люди, от которых он пытался бежать. Вот почему он вышел с таким лицом. Лицом человека, потерявшего последнюю надежду. Бывший инженер городского метростроя, участвовавший в обследовании подземных коммуникаций Бишкека в конце 90-х годов, подтверждает существование секретных туннелей. Когда мы составляли карты подземной инфраструктуры города для планирования метрополитена, наткнулись на закрытые участки, обозначенные в старых советских схемах как нижнее подчеркивание квот, нижнее подчеркивание 35, нижнее подчеркивание. Нам запретили обследовать их. Сказали, что это зона ответственности спецслужб. Я видел входы, замаскированные двери в подвалах правительственных зданий, в полуразрушенных бомбоубежищах на окраинах, в заброшенных военных объектах.
Куда ведут эти туннели, никто толком не знает. По слухам, есть маршрут от здания президентской администрации до военного аэродрома за городом. 6 километров под землей, достаточно широкий, чтобы проехала машина. Построено в 70-е годы на случай ядерной войны с Китаем. Если Садыркулов искал путь к спасению, он мог рассчитывать на эти туннели. Но доступ к ним контролировался Службой безопасности президента. Это означает, чтобы воспользоваться туннелем, нужно было согласие людей, которые его преследовали. Парадокс западни. Западня. Именно в западню попал Медет Садыркулов в последние недели своей жизни, когда понял, что все пути отступления перекрыты, все союзники либо отвернулись, либо сами оказались под угрозой. Все варианты спасения вели в тупик. Туннели под Бишкеком стали метафорой его положения. Кажется, есть выход, есть секретный маршрут, по которому можно исчезнуть, скрыться, начать заново. Но когда доходишь до конца туннеля, обнаруживаешь, что дверь заперта, что на той стороне стоят те же самые люди, от которых ты бежал. Некуда бежать. Не от кого ждать помощи. Остается только идти навстречу неизбежному. Болот рассказывает еще одну деталь, которая мучает его до сих пор. За 2 дня до трагедии 11 марта вечером я снова видел тех молчаливых мужчин в подвале. Они спустились в туннель, пробыли там несколько часов, вышли с какими-то ящиками, похожими на контейнеры с инструментами или оборудованием. Грузили эти ящики в микроавтобус на служебной парковке. Уехали без объяснений. На следующий день, 12-го, я спустился в подвал из любопытства. Подошел к металлической двери, приложил ухо. Тишина. Полная тишина. Раньше всегда было слышно гудение вентиляции, работу насосов, откачивающих грунтовые воды. А тут ничего. Как будто туннель отключили, законсервировали, закрыли навсегда. И я подумал тогда, всё кончено. Если они закрыли туннель, значит, больше нет планов по эвакуации. Значит, кто-то решил, что никому не нужно спасаться. Или что тому, кто пытался бы спастись, уже не дадут. Мог ли Садыркулов воспользоваться туннелем 13 марта, если бы успел добраться до правительственного здания, вместо того, чтобы ехать по трассе на юг? Мог ли спрятаться в подземных коридорах, переждать, найти способ покинуть страну через секретный маршрут? Вопросы без ответов, потому что он не попытался. Либо не знал, что туннель закрыт, либо понимал, что даже под землей его найдут и схватят. 13 марта 2009 года Медет Садыркулов проснулся в 7 часов утра в служебной квартире на окраине Бишкека, где останавливался, когда работал в столице. Первое, что он сделал, проверил телефон. Пропущенных звонков не было. СМС-сообщений не было. Странная тишина для человека, который обычно просыпался под шквал рабочих вопросов от заместителей, секретарей, министров. Эта тишина должна была насторожить, но он не придал ей значения, списал на удачу. В 8 часов 30 минут Садыркулов позвонил жене Айгуль. «Доброе утро», — сказал он тихим голосом, почти шепотом, как человек, боящийся разбудить спящий мир. «Как дети?» Айгуль ответила, что все в порядке. Младшая дочка собирается в школу, старший сын готовится к контрольной. Обычный разговор обычной семьи в обычное утро. «Я сегодня, может быть, поздно», — добавил Медет после паузы. «Если что, не волнуйся». Фраза повисла в воздухе странным предчувствием. «Если что? Что именно?» Айгуль спросила, все ли в порядке. Он заверил, что да, попрощался, положил трубку. Это был их последний разговор. В 9 часов утра водитель Кубат Атарбаев подал машину. Тот самый Lexus LX 570, который через 14 часов превратится в сгоревший металлический каркас на обочине трассы. Садыркулов вышел из подъезда, сел на заднее сиденье, поздоровался с водителем коротко, без улыбки. Атарбаев заметил, что начальник выглядит усталым. Круги под глазами, небритая щетина, мятый костюм. «Медет Эфендьевич, может, кофе по дороге?» — предложил водитель. Садыркулов кивнул, попросил остановиться у кафе на проспекте.
Они остановились, Отрабаев сбегал за 2 стаканами крепкого эспрессо. Пили молча, каждый думал о своем. Отрабаев не знал, что везет начальника в последний рабочий день их совместной жизни. Садракулов, возможно, догадывался. В 10 часов утра они прибыли в правительственное здание. Садракулов прошел через центральный вход, поднялся в свой кабинет на 4-м этаже, закрыл дверь. Секретарь принесла ему стопку документов на подпись. Он молча кивнул, начал просматривать бумаги. 12 документов, 11 подписал без вопросов. 12-й отложил в сторону. «Это погодит», — сказал он секретарю. Она забрала подписанные листы, вышла, оставив его одного. Следующие 3 часа Медет Садракулов провел в кабинете, не выходя, не принимая посетителей, не отвечая на звонки. Коллеги удивлялись. Обычно вице-премьер был доступен, открыт для диалога, встречался с заместителями, обсуждал текущие вопросы. А в тот день — тишина. Заперся в кабинете и молчит. В 13 часов Садракулов вышел на обед, спустился в правительственную столовую, взял поднос с супом и вторым, сел за дальний столик у окна. Ел медленно, задумчиво, не притрагиваясь к хлебу. Оставил половину порции. Один из заместителей подсел к нему, попытался завести разговор о предстоящем заседании правительства. Садракулов ответил односложно, рассеянно. Взгляд блуждал по столовой, не фокусировался на собеседнике. «Медет, ты в порядке?» — спросил заместитель прямо. «Да, просто устал», — ответил Садракулов и встал из-за стола, не доев, оставив поднос официанту. Поднялся обратно в кабинет. В 15 часов к нему зашел помощник, тот самый человек из группы наблюдения, который позже назовет себя источником. «Медет Эфендьевич, по поводу поездки на юг. Подтверждаете?» Садракулов смотрел в окно, не поворачиваясь к помощнику. «Да, еду вечером. Отрабаев готов?» — спросил он монотонным голосом, лишённым эмоций. «Готов. Машина заправлена, маршрут согласован», — ответил помощник, чувствуя, как сжимается сердце от осознания собственного предательства. «Хорошо», — сказал Садракулов и добавил после паузы фразу, которую помощник запомнит до конца жизни. «Если не вернусь, скажи семье, что я их любил». Помощник замер. «Почему квот 36? Это же обычная рабочая поездка», — попытался он изобразить удивление. Садракулов повернулся, посмотрел помощнику прямо в глаза долгим тяжелым взглядом, от которого невозможно скрыть ложь. «Мы оба знаем, что это необычная поездка», — сказал он тихо. Помощник не нашел, что ответить. Вышел из кабинета, закрыл дверь, прислонился к стене в коридоре, пытаясь отдышаться. В 17 часов Садракулов позвонил старшему сыну. Разговор был коротким. «Сынок, слушай маму. Береги сестер. Учись хорошо. Ты теперь мужчина в семье». Сын засмеялся. «Папа, ты чего? Ты же еще не старый». Садракулов молчал несколько секунд, потом сказал. «Просто помни, что я тебя люблю». Положил трубку. Сын остался недоумевать, почему отец говорит такие странные вещи. В 19 часов вечера Медет Садракулов закрыл сейф в кабинете, проверил, все ли документы на месте, запер дверь кабинета на ключ, спустился в холл. Охранник на посту кивнул ему, пожелал спокойного вечера. Садракулов остановился, повернулся к охраннику, протянул руку для рукопожатия. Охранник удивился. Вице-премьеры обычно не жмут руки обычным охранникам. Но пожал. Садракулов сказал: «Спасибо за службу». Вышел из здания, где больше никогда не появится. В 20 часов 0 минут Кубат Отрабаев подал машину к служебному выезду. Садракулов сел на заднее сиденье, откинул голову на подголовник, закрыл глаза. «Едем», — сказал он тихо. «Через Сосновку, как договаривались». Отрабаев включил двигатель, выехал на проспект, направился к выезду из города. Трафик был плотный, весенний вечер. Люди возвращались с работы, спешили домой к семьям. «Лексус» двигался медленно, останавливался на светофорах, стоял в пробках. Садракулов смотрел в окно, наблюдал за прохожими, за детьми, играющими во дворах, за парами, гуляющими по тротуарам.
Обычная жизнь, которая продолжается независимо от того, что кто-то едет навстречу собственной смерти. В 21 час они выехали за пределы Бишкека, свернули на объездную дорогу в сторону Сосновки. Трафик поредел, машин стало меньше, фонари вдоль дороги горели редко, освещая лишь отдельные участки. Темнота наползала с боков, сжимая пространство до узкого коридора света от фар «Лексуса». Атарбаев вел машину осторожно, не превышая скорости, держась правого ряда. Садаркулов молчал, смотрел в окно, иногда доставал телефон, проверял экран, убирал обратно. В 22 часа 30 минут телефон Садаркулова зазвонил. Номер был незнакомый. Он поднял трубку, сказал «слушаю». На том конце молчание, затем голос, искаженный помехами. «Разворачивайтесь. Немедленно». Садаркулов сжал телефон, спросил «кто это?». Голос повторил «разворачивайтесь и езжайте обратно. Это ловушка». Связь прервалась. Садаркулов смотрел на телефон несколько секунд, потом сказал водителю «останови машину». Атарбаев удивился, но подчинился, съехал на обочину, остановился. «Что-то не так?» — спросил он. Садаркулов молчал, думал, взвешивал варианты. Развернуться и поехать обратно? Но обратно куда? В Бишкек, где его ждут те же люди, которые организовали эту поездку? Ехать дальше? Но впереди, возможно, действительно ловушка. Некуда бежать. Нет безопасного пути. Он медленно выдохнул, сказал: «Поехали дальше». Атарбаев завел двигатель, выехал с обочины, продолжил путь. В 23 часа 0 минут, ровно в то время, которое было зафиксировано в отчете агентов наблюдения как момент начала операции, связь с Садаркуловым прервалась навсегда. После 13 марта 2009 года политическая карта Кыргызстана изменилась за несколько месяцев так, как не менялась за предыдущие несколько лет. Люди, которые критиковали коррупцию в правительстве, один за другим либо замолкали, либо покидали страну, либо переходили на сторону правящей семьи Бакиевых. Оппозиция, которая набирала силу в начале года, вдруг потеряла голоса, лидеров, энергию. Медет Садаркулов был не единственным, но самым заметным символом сопротивления режиму. Его смерть стала сигналом для всех остальных. Вот что случается с теми, кто не понимает правил игры. Вот цена принципиальности в стране, где власть принадлежит не народу, а узкому клану, готовому на все ради сохранения контроля. Кто выиграл от смерти Садаркулова? Кому его исчезновение принесло выгоду? Власть, деньги? Классический вопрос римского права «cui bono?» Кому выгодно? Максим Бакиев, сын президента, неформальный лидер теневой экономики страны, получил от смерти Садаркулова освобождение от главного критика. В феврале-марте 2009 года, когда Садаркулов публично обвинял младшего Бакиева в коррупции и непотизме, рейтинг Максима падал, бизнес-партнеры начинали дистанцироваться, западные страны задавали неудобные вопросы о происхождении его капиталов. После смерти критика эти вопросы стихли. Никто больше не озвучивал обвинения, журналисты боялись поднимать тему, оппозиционеры предпочитали не упоминать имя Максима Бакиева в негативном контексте. За год после убийства Садаркулова Максим расширил свою бизнес-империю, получил контроль над новыми активами, вывел миллионы долларов на зарубежные счета. Когда в апреле 2010 года революция свергла его отца, Максим бежал из страны с чемоданами наличных денег, осел в Великобритании, где британское правительство отказало Кыргызстану в его экстрадиции. Сегодня он живет в Лондоне в роскошном особняке стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов под защитой британской юрисдикции, которая не признает политически мотивированных обвинений. Спит ли он спокойно? Мучают ли его ночные кошмары о человеке, которого убили, чтобы он мог продолжать обогащаться? Или совесть давно атрофировалась, заменилась циничным пониманием, что в большой политике выживает не правый, а сильный? Для Курманбека Бакиева, президента Кыргызстана на момент убийства, смерть Садаркулова стала временной стабилизацией режима. Критик, который открыто говорил о коррупции в правительстве, исчез. Оппозиция испугалась, затихла, отступила. Рейтинг президента, который падал в начале 2009 года, стабилизировался на несколько месяцев. Казалось, убийство достигло своей цели. Неугодный элемент устранен.
Система защищена, власть укреплена. Но эффект оказался краткосрочным. Смерть Садыркулова не остановила нарастающее недовольство народа. Наоборот, она стала катализатором. Мученик всегда опаснее для власти, чем живой критик. Живого человека можно купить, запугать, скомпрометировать. Мертвого превращают в символ, в знамя, в причину для мести. Ровно через год после убийства Садыркулова народ Кыргызстана восстал, штурмовал правительственные здания, свергнул президента Бакиева, заставил его бежать из страны. Курманбек Бакиев сегодня живет в Минске под защитой Александра Лукашенко, который отказывается выдавать беглого президента кыргызским властям. Он получил политическое убежище, но потерял страну, власть, легитимность. Выиграл ли он что-то от смерти Садыркулова? Только год отсрочки перед неизбежным крахом. Эрлан Касымбеков сделал карьерный скачок после трагедии. Эрлан Касымбеков — советник президента по внутренней политике, координатор слежки за Садыркуловым. В апреле 2009 года, через месяц после событий 13 марта, был назначен заместителем руководителя администрации президента. Пост, который давал контроль над всеми информационными потоками и кадровыми решениями. Он стал одним из самых влиятельных людей в окружении Бакиева, распоряжался бюджетами, назначал губернаторов, вычищал неугодных из государственного аппарата. Но его власть длилась ровно год. Когда революция смела режим, Касымбеков бежал в Россию, скрывался в Москве под чужим именем. Затем переехал в одну из стран Средней Азии, где живет до сих пор, избегая публичности. Прокуратура Кыргызстана объявила его в международный розыск по подозрению в организации убийства Медета Садыркулова. Но доказательств недостаточно для экстрадиции. Касымбеков на свободе. Но свобода — это условная. Он не может вернуться на родину, не может появляться публично, не может жить под своим настоящим именем. Тюрьма без решеток. 7 исполнителей из группы наблюдения разделили свою добычу по-разному. Один стал начальником отдела в МВД, другой получил место в коммерческой структуре, связанной с Максимом Бакиевым. Третий уехал за границу с крупной суммой денег. Четвертый устроился охранником в частную военную компанию. 2 из 7 погибли при загадочных обстоятельствах в течение 2 лет после революции. Кто-то зачищал следы, убирал свидетелей, которые могли заговорить под давлением новых властей. Источник, который согласился дать показания, живет в постоянном страхе, меняет место жительства каждые несколько месяцев, боится, что его найдут и убьют. Выгода, которую он получил за участие в заговоре, обернулась проклятием, которое будет преследовать его до конца жизни. Семья Садыркулова не получила ничего, кроме горя, нищеты и травмы, которая передалась детям. Жена вынуждена была работать уборщицей, чтобы прокормить 3 детей. Старший сын бросил университет, пошел работать грузчиком на рынке. Средний ребенок долго лечился от заикания, вызванного стрессом. Младшая дочь до сих пор плохо спит. Просыпается ночами, плачет, зовет отца. Государство выплатило семье символическую компенсацию. Сумму, которой едва хватило на похороны и первые месяцы жизни без кормильца. Никаких извинений, никаких официальных признаний вины. Никакого правосудия. Только молчание и забвение. Но главный выигравший от смерти Медета Садыркулова — это система. Коррупционная, клановая, бесчеловечная система, которая выживает за счет устранения честных людей. Смерть одного критика остановила десятки других, которые могли бы поднять голос, но испугались и замолчали. Система получила урок для всех. Вот что случается с теми, кто пытается ее изменить. Вот цена идеализма в мире, где правят циники. Вот финал для каждого, кто верит, что правда сильнее лжи. И система продолжает существовать, мутирует, адаптируется, порождает новых Бакиевых, новых Касымбековых, новых предателей из 7 человек, которые будут выполнять приказы, убивать неугодных, зачищать следы. Потому что система бессмертна. Режимы падают, диктаторы бегут, но система остается. Она меняет лица, но сохраняет суть.
Медет Садаркулов боролся против системы и проиграл. Проиграют ли все, кто попытается после него? Или однажды найдется тот, кто сломает систему изнутри, используя ее же оружие против нее самой? Семья Медета Садаркулова сегодня живет в Аше, южной столице Кыргызстана, далеко от Бишкека, где произошла трагедия. Айгуль, вдова, работает учительницей в средней школе. Зарабатывает скромную зарплату, которой хватает на аренду небольшой квартиры и еду. Старший сын женился, родил 2 детей, работает таксистом, пытается обеспечить молодую семью. Средняя дочь окончила педагогический колледж, стала учителем начальных классов, работает в той же школе, что и мать. Заикание прошло, но осталась тихая печать в глазах. Привычка замолкать на полуслове, когда разговор заходит об отце. Младшая еще учится в университете, изучает право, мечтает стать следователем. Говорит, что хочет найти тех, кто убил ее отца. Айгуль не верит, что это возможно, но не останавливает дочь. Каждому нужна своя форма борьбы с травмой. Каждое 13 марта семья собирается у могилы Медета на кладбище Ош-Сай. Привозит цветы, читает молитвы, стоит в молчании. Приходят друзья, коллеги, люди, которые помнят его как честного чиновника в коррумпированной системе. С каждым годом их становится меньше. Память коротка. Жизнь требует двигаться дальше. Но семья помнит. Дети помнят. И это единственное, что осталось от человека, который попытался изменить страну и заплатил за это жизнью. В архивах Генеральной прокуратуры Кыргызстана хранится папка номер 4127. Уголовное дело по факту смерти Медета Садаркулова. 600 страниц документов, протоколов, экспертиз, свидетельских показаний. Официальная версия — дорожно-транспортное происшествие, детонация топливного бака, смерть в результате ожогов. Дело закрыто в 2011 году за отсутствием состава преступления. Никто не понес ответственности, никто не сел в тюрьму. Никто даже не был допрошен как подозреваемый. Папка пылится на полке, рядом с сотнями других папок. Нераскрытые убийства, замятые расследования.